Дорогие друзья, приветствую вас на подкасте «Голос Абазин». «Голос Абазин» — это серия подкастов, в которых мы беседуем с успешными представителями абазинского народа. В каждом выпуске мы обсуждаем ключевые темы: личный путь, историю успеха, преодоление трудностей и вклад в развитие абазинского сообщества. Присоединяйтесь к «Голосу Абазин» и вдохновляйтесь примерами земляков. Меня зовут Карина Мамхягова, и я рада представить нашего первого гостя. Главу администрации Грушнинского сельского поселения, главного тренера клуба вольной борьбы «Казма» и активного общественного деятеля Рахима Ионова. Рахим, приветствую тебя. Добрый день. Рада тебя видеть, и большое спасибо, что отозвался на наше приглашение. Очень взаимно. Большое спасибо вам. Рад принимать участие в вашем проекте. Ты являешься нашим первым гостем. Расскажи о впечатлениях, об ощущениях своих. Это волнительно, конечно, и чувствую большую ответственность. Рахим, этот цикл бесед мы начинаем именно с тебя. Я уверена, что нашим слушателям будет особенно интересно, ведь формирование твоей личности, твое детство, отрочество прошло вдали от малой родины. Что для тебя значит быть воспитанным в абазинской семье? Действительно, в 6 классе в 2003 году с родителями мы переехали в Новый Уренгой, это крайний север. Детство, юность прошла в этом городе, это моя вторая родина. Быть воспитанным в абазинской семье, находясь вдали от родины, мы никогда не теряли эту связь, эту атмосферу. Благодаря моим родителям мы всегда чувствовали, что мы абазины, были всегда погружены в атмосферу, где уважение к старшим было на первом месте, атмосфера гостеприимства. Абазара — это неотъемлемая часть нашего образа жизни, несмотря, еще раз повторюсь, на то, что мы проживали далеко от родного края. Безусловно, быть воспитанным в абазинской семье — это быть частью чего-то очень большого, мощного механизма. И это абсолютная ответственность за свой народ. Я всегда от своих родителей слышал одну фразу. Я не знаю, кто является автором этой фразы, но всегда помню, что говорили о том, что, находясь дома, ты представляешь свою семью, являешься лицом своей семьи, за пределами своей родины ты являешься лицом своего народа. И это большая ответственность, которую нам прививали с самого раннего детства. Я очень надеюсь, что мы эту ответственность несли достойно. Какие ценности или события оказали наибольшее влияние из твоего детства? Однозначно мудрые старшие, которые нас окружали, в частности, мой дедушка. Это человек, который принимал очень активное участие в воспитании, уделял очень много времени, говорил с нами о важных вещах. Очень часто были разговоры о важном. Я думаю, что, конечно, дедушка, конечно, родители, конечно, наши старшие. Прививать ценности для ребенка — это прямая обязанность старшего поколения. Я думаю, это первое, что приходит на ум, когда слышишь этот вопрос. Рахим, насколько мне известно, ты долгое время проживал в Москве, а затем решил вернуться на малую родину. Что удивительно, ведь многие стремятся оказаться в столице, построить успешную карьеру и не часто возвращаются домой. Что для тебя стало переломным моментом в решении вернуться домой? Около 5 лет я проживал в Москве. Москва — это очень большой город, город возможностей. Ты правильно подметила, что многие молодые ребята стремятся попасть в большой город, там получить образование или в поисках работы. Я, проживая в Москве, работал в крупной холдинговой строительной организации, занимался общественной деятельностью, очень активной. На самом деле все было хорошо, не было никаких проблем, но, как я уже говорил раньше, я с детства находился вдали от родины, и переломным моментом я могу считать чувство, которое я испытывал, что меня отдаляет от родины.
вот этот вот разрыв. Безусловно, буду называть это причиной. Безусловно, то, что родители находятся дома, и я считаю, что нужно проводить больше времени в окружении родных. Как-то мы с Москвы собрали команду на абазинские игры и принимали участие в абазинских играх, которые проходили в Инджикчкуне. И вот после этого я уже не вернулся в Москву. Я анализировал, я думал об этом и принял такое решение. Пусть будет переломным моментом то, что находиться на родине, в кругу своих родных, близких, чувствуя и ощущая атмосферу, ту атмосферу, что ты находишься дома на 100%, пусть это будет переломным моментом. Говоря об абазинских играх, поделись, пожалуйста, своими первыми впечатлениями и, на твой взгляд, какую роль играют абазинские игры для народа и для республики в целом? Впечатления всегда самые лучшие. Абазинские игры вызывают самые яркие эмоции. Безусловно, колоссальное значение имеет для всего нашего народа, для нашей республики. Это сильный механизм, который ярко демонстрирует нашу культуру, наши традиции. Это та площадка, платформа, на которой демонстрируется единство нашего народа, наша сплоченность. И находясь в этой атмосфере, ты очень ярко испытываешь эти чувства. Конечно, это очень сильный проект. Очень сильный проект, наверное, самый масштабный проект, который есть внутри нашего народа. Как я уже сказал, для республики тоже в целом. Наверное, самое большое в республике мероприятие, которое собирает очень большое количество и участников, и гостей, у которых остаются самые положительные эмоции. Рахим, по возвращению домой одним из важных событий в твоей жизни это стала работа в администрации Груштинского сельского поселения. Расскажи немного об этом. Конечно, это важный этап в моей жизни. Возвращаясь в Москву, я хочу сказать, что вел там очень активную общественную деятельность, был председателем Союза абазинской молодежи. Мы сотрудничали с разными структурами, коммерческими, некоммерческими организациями, с органами государственной власти. Была очень насыщенная деятельность, так скажем. И когда этот этап жизни закончился, вернувшись домой, я был уверен, что я больше не буду заниматься ни общественной деятельностью, ни тем более политической. Но находясь в обществе, наверное, это моя натура, наверное, это моя суть. Находясь в обществе, ты невольно сопереживаешь тому, что происходит, всем задачам, проблемам, которые есть на твоей территории. И по воле судьбы случилось так, что я принял решение стать частью администрации нашего поселения для того, чтобы внести свой вклад в развитие территории, в развитие общества. Будем называть это волей судьбы. Какие проекты и инициативы, реализованные тобой, ты считаешь наиболее полезными, активными для развития сельского поселения? На самом деле множество проектов, которые мы уже начали, которые уже реализовали, которые хотим реализовать. Но отвечая на этот вопрос, это частый вопрос, который мне задают, я всегда говорю, что самый главный проект, над которым мы работаем, это стараемся изменить мышление людей. Это самое главное и самое важное в нашей работе особенно, потому что диалог с населением у нас постоянный. Работая с людьми, в первую очередь хочется, чтобы атмосфера внутри сельского поселения была положительной, чтобы люди имели желание больше принимать участие в проектах, чтобы у людей было большее желание жить хорошо, жить в комфортных условиях. Поэтому это самый главный проект, о котором я хочу сказать. Конечно, это обновление инфраструктуры,
Конечно, это вопросы водоснабжения, вопросы дорожных связей. Их очень много. Там развитие культурно-досуговой деятельности на территории сельского поселения, создание спортивных объектов, создание объектов для детей, детских площадок. Направлений очень много, но в первую очередь мы гордимся человеческим ресурсом, то есть жителями сельского поселения, которые принимают участие в реализации этих всех проектов. И основной акцент мы делаем на это. Обязательно так. Насколько важно вовлечение жителей поселения в общую работу для улучшения качества жизни? Это самое важное. Самое важное — привлекать самих жителей, принимать участие в реализации проектов. Потому что, принимая участие, каждый человек, он испытывает особую ответственность за то, что он сделал. Он чувствует себя частью этого проекта. Неважно, какая будет эта помощь или какое участие, материальная, физическая, моральная поддержка, все важно. И это самый главный аспект в жизнедеятельности поселения. Рахим, на мой взгляд, в регионе ведется большая работа с молодежью. Отсюда вопрос, как ты взаимодействуешь с молодежью поселения? В регионе действительно очень большое внимание уделяется этому вопросу. Это тоже очень важный момент. И у нас в поселении тоже ведется работа, естественно. Я считаю, что с молодежью нужно говорить на их языке. Это обязательное условие. Честно сказать, у нас абсолютно открытый диалог с молодыми людьми, абсолютное взаимопонимание. У нас никогда не возникает никаких проблем. Мы реализуем множество проектов для молодых людей, проводим соревнования, культурные мероприятия. И сами молодые ребята, они всегда активно принимают участие во всех вопросах сельского поселения. Мы часто говорим им, что уже пора им самим проявлять инициативу, говорить и озвучивать проблемы, которые находятся в сельском поселении, с которыми они сталкиваются сами. И довольно успешная практика. Они говорят об этом, они сами принимают участие в разрешении этих задач. В нашем поселении это очень легко проходит, потому что молодежь понимает, о чем мы говорим. Мы понимаем молодежь. С молодежью легче говорить? С молодежью гораздо легче говорить. Молодежь — это то, на что мы будем ориентироваться в будущем. Это будущее поколение, это те люди, которые будут улучшать наше сельское поселение. Я в это очень верю. У нас очень хорошая молодежь, ответственная, самое главное. Я всегда говорю, что им можно поручить и забыть, потому что это на 100% будет исполнено, любая просьба. Поэтому гораздо легче, конечно, работать с молодежью, потому что они по-новому смотрят на вещи, они по-новому мыслят, они по-новому рассуждают. Я не скажу, что тяжело с старшим поколением, большая честь работать и с ними. В совокупности у нас проходит достаточно плодотворная работа на территории поселения. Рахим, по всей видимости, находясь на посту главы администрации сельского поселения, ты сталкиваешься с различными ситуациями, проблемами, задачами, которые требуют безотлагательного решения. Каким образом ты преодолеваешь данные трудности? Вопросов на самом деле очень много. Это работа, которая включает в себя очень много направлений. Очень много направлений. Работая с людьми, это всегда тяжело, всегда есть сложности, но к этим вопросам нужно относиться из соображений призвания. Я считаю, что работая на муниципальной службе, на государственной службе, это обязательно работа по призванию. Ты должен испытывать абсолютное желание помогать людям. Без этого работать будет невозможно. Я всегда говорю, очень часто и повторю сейчас, всегда за каждым обращением, за каждой жалобой, за каждым негативом
который происходит внутри нашей работы, всегда стоит боль, всегда стоит какое-то разочарование или непонимание. Я всегда повторяю это и стараюсь исходить из этого правила, так скажем. Мы стараемся видеть саму проблему и решать ее непосредственно, без пропуска через себя, так скажем. Это очень важно в нашей работе, потому что диалог идет с населением. В основном вся работа заключена в этом. Обращение граждан, решение этих вопросов. Поэтому справляемся, если это можно так назвать, если у нас это получается, справляемся, потому что хотим помочь жителям, гражданам сельского поселения. И часто я говорю об этом в своей команде. Это задача номер 1. Рахим, каким ты видишь будущее Грушнинского сельского поселения через 5-10 лет? Процветающим, успешным, с развитой инфраструктурой, территория, на которой будут проживать счастливые люди. Вижу только так, потому что мы нацелены на это. Я уверен, что у нас все получится. Рахим, ты являешься главным тренером клуба вольной борьбы «Казма». Не могу не спросить, как ты пришел в мир вольной борьбы? В мир вольной борьбы меня привели мои родители. Мне было 5 лет. Это случилось в ауле Адыги Хабыль. Моим первыми тренерами были Мухаммед Галимович Хапсироков и Шибзухов Беслан Борисович. Люди, которые привили любовь к этому виду спорта на всю жизнь. Безусловно, так. Я очень люблю этот вид спорта. Это самый лучший вид спорта. Рахим, ты наверняка принимал участие в различных соревнованиях. Расскажи о своих достижениях. Была, конечно, очень насыщенная соревновательная практика. Как я уже говорил, в 6 классе мы переехали в Новый Уренгой. Там я также поступил в спортивную школу. Моими наставниками там были Галкин Александр Анатольевич и Ахмедов Султан Мухтарович, мастера спорта Советского Союза, люди, которые тренировали меня на протяжении долгих лет. Была, конечно, соревновательная практика, мы боролись везде. Я выполнил норматив мастера спорта России. В 2008 году я переехал в Санкт-Петербург, поступил в высшее учебное заведение. Там я также продолжал бороться. И в 2009 году я получил травму, после которой уже завершил свою карьеру. И стало ли завершение пути в профессиональном спорте тем самым толчком, который направил тебя на стезю тренера, наставника для юных борцов клуба вольной борьбы «Казма»? Ранее я никогда не думал о том, что начну тренерскую, преподавательскую деятельность, поэтому толчком это не стало. Я хочу сказать, что тренерскую деятельность я начал из соображений патриотизма, только из этих соображений. Уже когда находясь здесь на малой родине, понимая, что спортивный менталитет в нашем сельском поселении был на очень низком уровне, а это очень важный момент для развития территории, я принял решение заняться преподавательской деятельностью. Более того, я хотел бы отметить, что находясь, проживая в другом месте, в другом городе, я бы никогда не занялся бы преподавательской деятельностью. Рахим, расскажи, пожалуйста, немного о клубе вольной борьбы «Казма» и какие цели ты перед собой ставишь как тренер? Клуб вольной борьбы «Казма» — это основная площадка на нашей территории, потому что там воспитывается будущее поколение. Занимается в клубе множество ребят. У нас есть уже определенные результаты на межрегиональных турнирах, республиканских. Ребята с большим удовольствием занимаются. Цели перед собой мы ставим в первую очередь воспитать достойных представителей нашего народа. Конечно, мы ставим и цели перед спортсменами завоевать высокие награды, да, на различных турнирах. Но первоочередно это воспитание в духе патриотизма,
воспитать порядочных, честных людей. Я и хотела спросить, как вольная борьба помогает воспитывать характер и ценности молодого юноши? Вольная борьба — это тот вид спорта, который развивает все мужские качества, необходимые в мальчиках. Это чувство ответственности, и порядочность, и честность, и справедливость, уважение к старшим, уважение к сопернику. Патриотизм развивается внутри нашего клуба однозначно. Я вам приведу в пример. Я, работая с детьми, задавал им вопрос, знают ли они, что такое Абазара, знают ли они вообще что-нибудь о кодексе чести нашего народа. Дети не смогли ответить на этот вопрос, и для детей я придумал небольшую читалку, которую мы используем в тренировочном процессе. Она звучит так: Абазара, кодекс чести, справедливость, порядочность, честность. Самые важные качества, я считаю. И ребята, когда выполняют определенные упражнения, капитан команды заводит читалку, и потом всем составом, хором повторяют за капитаном. И я очень надеюсь, что это останется у них в голове. Они всегда будут об этом помнить и применять в жизни. Рахим, насколько мне известно, ты прививаешь своим ученикам чтение книг. Это правда. Чтение книг — это неотъемлемая часть всего тренировочного процесса. Вольная борьба — абсолютно интеллектуальный вид спорта. Мой тренер всегда говорил, что шахматист, играя партию, должен хорошо думать, а борец должен думать хорошо и в 2 раза быстрее. Поэтому чтение является, наверное, одним из самых рабочих инструментов, с помощью которого ребенок мыслит, думает. Думать на ковре очень важно думать быстро. Поэтому это неотъемлемая часть тренировочного процесса, и мы практикуем это. Как мы знаем, культура и спорт имеют множество точек пересечения. Например, культ здорового образа жизни во многом основан на традиционных ценностях народа. И считаешь ли ты, что спорт может стать инструментом для сохранения и популяризации абазинской культуры? Конечно, спорт является мощным инструментом в части популяризации нашего народа. Можно привести много примеров, когда представители нашей нации, принимая участие и выигрывая соревнования на международной арене, таким образом демонстрируют и знакомят нашу нацию, наш народ со всем миром. Весь мир узнает о абазинах. Конечно, это очень сильный инструмент, не говоря уже о том, что сказала ты, это здоровый образ жизни, здоровая нация, это очень важно. Поэтому в части культурной составляющей тоже, безусловно, это взаимодействие, которое не работает друг без друга, и спорт, и культура. Рахим, как ты считаешь, что необходимо делать, чтобы абазинская культура оставалась живой и привлекательной для молодежи? Благодаря объединению Алашара проводится очень большое количество проектов, связанных с сохранением нашей культуры. И я думаю, нужно продолжать в том же духе. И помимо общественных организаций, еще и в абазинских аулах, в абазинских сельских поселениях, на уровне администрации сельского поселения, проводить подобные мероприятия, создавать проекты, которые будут наполнять нашу жизнь и создавать ту атмосферу, в которой наша культура будет всегда живой. Я думаю, только таким образом. Есть ли проекты, которые реализуются на территории Грушкинского сельского поселения? Обязательно есть. У нас очень много таких проектов в части сохранения языка. Мы часто проводим конкурсы чтецов на родном абазинском языке. Такая практика приветствуется даже среди жителей. Они активно принимают участие. Я думаю, что нельзя останавливаться, нужно увеличивать количество таких проектов, и результат будет.
Рахим, мы подготовились к встрече, и нам известно, что ты не только профессиональный спортсмен и активный общественный деятель, но и творческий человек. Хотелось бы узнать, какое стихотворение, на твой взгляд, занимает особое место в твоем сердце и может откликаться в душе у каждого абазина. Я писал стихи всегда на таком любительском уровне. Вам большое спасибо, что отметили это. В основном мои стихи были посвящены моему народу, моей родине. Стих, который я отметил бы, называется «Я абазин». Я прочту отрывок. «Я абазин, я сын великих гор. Потомок я бессмертного народа. Народ мой проживает с давних пор на склонах гор у побережья моря. Растят в народе нашем сыновей, отцов своих имен не посрамляя. Любить до боли учат матерей, обычаи свои не забывая». Рахим, стихи, наполненные патриотизмом, и правда замечательные. Большое спасибо, что поделился ими. И скажи, пожалуйста, откуда у тебя возникло желание и талант писать стихи? Спасибо за высокую оценку, в первую очередь. Желание писать стихи у меня появилось еще в детстве, в юности. Оно сперва имело такой юмористический характер. Уже потом, повзрослев, я начал писать стихи, посвященные своему народу, своей родине. Рахим, как ты видишь роль таких проектов, как «Голос абазина» в укреплении национальной идентичности? Это очень значимый проект, очень важный. Я желаю вам развития в этом направлении. И вообще хочу сказать, что все проекты, которые реализует Международное объединение Алашара, они все очень крутые. Что для тебя значит быть полезным своему народу и какие принципы тобой движут в этом направлении? Принцип патриотизма в любом случае так. Я вообще считаю, что это самое главное. Вот это чувство, чтобы тебя преследовало, быть полезным для своего общества, делать вклад в развитие общества, в развитие территории, где мы проживаем. Я уже говорил ранее об этом. Это основная цель, которую мы хотим реализовать на территории нашей малой родины, сельского поселения. Быть частью общества, быть частью проекта, который реализуется на территории сельского поселения, своего родного аула. Что мной движет? Движет патриотизм. Патриотизм рождает желание быть полезным для своего общества, неважно в каком это деле и в каком виде это происходит. А что для тебя является понятием «малая родина»? Малая родина — это то место, где ты ощущаешь себя дома на 100%, место силы, место вдохновения, место, где сердце бьется чаще, где чувствуешь полную ответственность перед будущим поколением. Это место души. Рахим, что, на твой взгляд, необходимо предпринять, чтобы абазинская молодежь гордилась своим происхождением и стремилась развивать свою культуру? Часто говорить с молодыми ребятами, с молодыми людьми о истории нашего народа. Это будет вызывать чувство гордости за наш народ, за нашу историю. Безусловно, этого не хватает. Работая с детьми, я могу точно об этом сказать. Дети не знают свою историю. И это задача, которая стоит перед нами, перед взрослыми. Я думаю, нужно начать с этого. Чтобы вызывало чувство гордости за свой народ, нужно говорить о истории с подрастающим поколением. Какой ты видишь национальную идею абазин, вокруг которой должны сплотиться все абазины? Учитывая то, что мы являемся малочисленным народом, самой главной национальной идеей является сохранение нашего языка, нашей культуры, традиций, обычаев. Я думаю, это самая главная национальная идея. Каким ты видишь свой народ через 50 лет? Развитым, обязательно развитым, современным, отвечающим всем современным критериям, всем современным нормам, говорящим на родном языке, хранившим свою культуру, свои традиции, которые будут очень гармоничны по отношению к другим культурам России и всего мира. У нас очень богатая культура.
Я думаю, через 50 лет весь мир будет знать о культуре абазинского народа и будет восхищаться нашей культурой и нашим народом. Какие вызовы, по твоему мнению, стоят перед абазинским народом в будущем и как их можно преодолеть? Вызовов на самом деле очень много, и каждому свой подход. Но основным вызовом я бы выделил вопрос единства. Я бы очень хотел, чтобы мы пришли к тому, чтобы в нашем народе люди мыслили в одном направлении и действовали. Единство очень важно для нас, для того, чтобы мы сохранили свою культуру, свой язык. Очень важно, чтобы мы сплотились вокруг общих целей, чтобы мы сплотились вокруг проектов, которые нас объединяют. С остальными вызовами, я думаю, можно будет справляться без особого труда. Наш народ имеет очень богатую историю. Очень много трудностей выпадало на нашу долю. Наш народ привык справляться с трудностями. Я думаю, что в дальнейшем мы преодолеем все сложности, все преграды на нашем пути, и у нас все получится. Я уверена, что нашим слушателям было бы приятно услышать несколько добрых, теплых слов пожелания в адрес абазинского народа. Всем абазинам я желаю здоровья, крепкого здоровья, долголетия, быть достойными своих предков, своего народа, быть достойными представителями своей нации. Я вот говорил в эфире, в общении, и повторюсь еще раз, обращаясь особенно к молодым людям, не забывать о том, что, находясь у себя дома, мы являемся лицом своей семьи, а за пределами нашей Родины — лицом своего народа. Рахим, большое спасибо, что нашли время и поделились своим опытом и мыслями. Большое спасибо вам. Я желаю процветания вашему проекту. Мне было очень приятно стать частью вашего проекта. Все взаимно. Большое спасибо. Мы всей командой желаем тебе успеха во всех твоих начинаниях. Большое спасибо. Вот и подошел к концу наш сегодняшний выпуск «Голоса Абазин». И мы в очередной раз убедились в том, что сила народа в его единстве, в памяти о прошлом и в вере в будущее. Пусть пример Рахима Ионова вдохновит вас на то, чтобы раскрыть свой потенциал, следовать за своей мечтой и нести гордое звание Абазина. Спасибо, что были сегодня с нами. До новых встреч!